спорт я пришла уже в 17 лет. Уже такой вот осознанный возраст, я считаю, именно для стрельбы из лука, да. Что нужно в себе понять, что у меня точно получится? Спокойствие. У меня на генном уровне, я внучка Кульбертинова. Степанида Артахинова, заслуженный мастер спорта России по стрельбе из лука. Родилась в селе Улахан-Мунку Алекминского района. Окончила 21-ю школу в Якутске. Высшее образование получила в Московском государственном социально-экономическом институте и в Институте физкультуры и спорта СВФУ. В профессиональный спорт пришла в 2007 году. В 2025 году назначена на должность руководителя сборной Якутии по стрельбе из лука. Степанида, здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, что вы нашли время, что вы к нам пришли, и что мы можем поговорить о вашей очень интересной судьбе и очень интересном пути. Спасибо. А скажите, пожалуйста, вот вы как спортсмен себя начали ощущать, и вообще в спорт пришли довольно поздно ведь, да? Или это какая-то была такая история с детством связанная, что я всю жизнь мечтала, хотела, горела и чувствовала себя лучником? Нет, в спорт я пришла уже в 17 лет. Уже такой вот осознанный возраст, я считаю, именно для стрельбы из лука, да. А попала я туда случайно. Увидела, что идет набор на секцию стрельбы из лука. И так вот я пошла туда. Есть у нас два вида лука, блочный и классический. Я видела просто красный лук, указала пальцем, хочу попробовать из красного лука. Какой красивый красный лук, да? Да, так я и начала стрелять. Мой первый тренер Столяров Руслан Андреевич. И я считаю, что мне очень повезло, что именно попала к нему, потому что он меня сразу очень хорошо поставил. И так у меня началась моя спортивная жизнь, и вообще жизнь моя поменялась. А какие вообще качества для стрельбы из лука важны? Что нужно учесть? Вот, например, я сижу, смотрю и думаю, я тоже хочу. Мне кажется, я бы смогла. И что нужно в себе понять, что у меня точно получится? Ну, сначала, конечно, самое первое — это желание попробовать, да? А потом по ходу уже сила воли уже появляется, тренируешь, внимание, спокойствие. Техника. Технику нарабатываем, тренировки постоянно, каждый раз, каждый день по больше 200 выстрелов. Если на сборах находишься, конечно, и по 400 выстрелов мы делаем в день, а то и больше. А вот интересно, я понимаю, что такое, я когда читала вот про Паралимпиаду, там более-менее понятно, как оценить форму, лучшая форма спортсмена. Да? То есть в борьбе понятно, какая лучшая форма. Они сгоняют вес, в боксе такая же, в единоборствах вообще. А в стрельбе из лука лучшая форма спортсмена — это какая? Это вот очень такой сложный вопрос. Постоянно нужно быть в форме. Ну да, вот форма — это что? Постоянно в форме быть концентрированным, готовым. И у нас, у спортсменов есть план. План на год, на полгода, да, потом и вообще мы живем по плану. Потом на весь цикл, то есть это 4 года до следующих Олимпийских, Паралимпийских игр, да. И по этому плану мы каждый раз вот так вот идем. У нас, то есть сейчас вот я сижу, да, и уже знаю, какие у меня будут соревнования впереди. На сколько лет? Ну, пока что я ставлю такие цели кратковременные. Типа на год? На год, да. Что у меня есть основной старт в следующем году, в апреле месяце в Италии, это чемпионат Европы. Я целенаправленно готовлюсь туда. Сначала, конечно, нужно пройти отбор, потом уже участвовать на соревнованиях, да, и потом у нас есть внутрироссийские соревнования, тоже все полностью знаю. И к этому моменту, мы как-то уже вот готовимся вместе с тренером, уже в форму приходим.
Интересно. Вот я вот все пытаюсь понять, какие качества нужны. И, например, ну, понятно, стрессоустойчивость, например. Да? То есть, когда... Что такое Олимпиада? Я не была на стрельбе из лука, да, на Олимпиаде, но я была, допустим, на соревнованиях по плаванию синхронному и по борьбе, и по гимнастике. И это же постоянный гул, трибуны орут, Да. болельщики кричат. Вот это вот сама по себе атмосфера нервная, плюс еще допинг-контроли, вот это давление, ответственность, повышенное внимание. Как вы с этим справляетесь? Было ли сложно, допустим, на первых порах? В 2012 году в Лондоне, да, на Паралимпийских играх, это получается как праздник спорта, да. Люди со всего мира приезжают, спортсмены, все друг другу радуются. И уже вот на соревнованиях уже, ну, мы на линию вступили, все, мы соперники, стреляем, уже все сосредоточены. И внимание обращено только на мишень и на технику свою. И все, мы вот... Я вот, допустим, да, стою, и если даже стадион полный был, и я их не слышу, просто как гул, все, делаю свою работу, то, что натренировала. Абстрагируетесь. Можно так сказать. А это умение, оно помогает в жизни? Это умение, конечно, в жизни помогает. В каких ситуациях, например? Очень много разных ситуаций в жизни бывает, что, да, я могу абстрагироваться. Вот. Я родилась в селе Улахамунку, да, в Алекминском районе, и там я училась начальные классы. Детство у меня было счастливое, все меня любили. А в детстве был спорт какой-то? А в детстве спорта не было. И я и работала каждое лето, все каникулы работала. Да, а где работала? У меня отец был водителем 35-го маршрута, и я там Контролер? кондуктором работала. Очень много раз. Вот это, между прочим, вот, мне кажется, умение абстрагироваться, да, это навык оттуда, наверное, чуть-чуть, да? В автобусе тоже бывали разные моменты, да, что смеяться хочется там, да, сидишь, и я в сторону папы всегда так смотрела, как будто он меня смешит. Пыталась успокоиться. И также еще няней работала. Да? Вот. Вы хорошо ладите с детьми? Ну, просто вот брала газету, тогда было «Все для вас», по-моему, да, и искала себе работу, няня требовалась. И так вот в то время брали без никакого образования, медосмотра, просто звонишь и берут на работу. Ох, какой Да. интересный опыт. А потом была Москва, да, вот институт. А потом, да, в Москву я в 17 лет, как школу закончила, поступила через департамент по подготовке кадров. Да. Юридический факультет. А почему юридический? Ну, в то время, в 2007-2008 годах, это как мода была, да? Юристы, экономисты. Все хотели туда. Элита жизни Да. была юристами. И так вот я и за модой пошла. Ну, вообще, мне было интересно. Я тоже смотрю юристы, как они вот... Мне больше нравилось, как они защищают права, как они общаются, да, так профессионально. Да, и за этим я поехала. Но все получилось по-другому. То есть заканчивала институт, уже понимая, что спорт — это Жизнь буду смысл связывать, жизни, да, уже со спортом. И в 2012 году, когда я окончила, получила диплом, уже полностью я переехала в Якутск. Здесь я уже начала работать с моим, ну, сейчас нынешний тренер, это Иксман Андрей Андреевич. И до сих пор мы с ним работаем вместе. Тренируетесь. Да. А сейчас вы занимаетесь сборной республики. Да, и сборной республики, и сама тоже стреляющая. Действующая спортсменка. Да. А как долго длиться может карьера именно в вашем виде спорта? Ну, ограничений нету по возрасту, да. Пока не надоест, да? Пока не надоест, да. Но все равно моментов было очень много, да, что и надоедало, конечно. Но желания такого, чтобы бросать, никогда не было. Да, всегда была какая-то цель. И я думаю, что это из-за того, что такие вот кратковременные цели, наверное, ставили, да. Из-за этого вот
хотелось дальше стрелять. Мгм. А вот скажите, пожалуйста, вы вот сейчас, мне кажется, ваш опыт во многом заражает других людей. Сейчас вот чувствуете, что популярно стало ваше направление спортивное? Много ли у вас к вам приходит талантливых детей или, может быть, талантливых людей? Не знаю, с какого возраста вообще начинают заниматься стрельбой из лука? Начинает заниматься с 9-10 лет, Мгм. и постарше, да. Массовость, да, у нас увеличивается с каждым годом. И также я провожу разные мастер-классы, и очень радует, что после мастер-классов кто-то остается всегда. И там все равно много же людей, да, не запоминаю, а потом вот подходят, говорят, вот мы там были и начали стрелять. Ох. Да. А как можно начать стрелять? В ДЮСШ прийти, У я нас, так понимаю, да? У нас, да, в Дахсуне есть частные школы, По стрельбе. да, и дюша 4-5. Сейчас очень популярно становится. Также традиционная стрельба тоже. А у нас же есть такая особенность, есть даже такое понятие, да, снайпер-саха. Как будто бы у нас такая национальная черта, да, способность к стрельбе, в том числе, возможно, и стрельбе из лука. Или это немножко разные вещи, как вы Нет, думаете? я думаю, что у меня на генном уровне я внучка Кульбертинова. Ну так надо говорить. Вообще, во-первых, да, я внучка Кульбертинова. Да. И так что у меня все на генном уровне, наверное. Я, получается, внучатая племянница. Это родной брат моего деда. Ох, как интересно. У меня мама Кульбертинова, девичья. Поэтому я все-таки спрашиваю, да, какие способности, какие навыки, какие особенности человека нужны именно для этого вида спорта. Мне кажется, вот просто со стороны, мне кажется, что здесь даже дело не в глазомере и не в умении держать спину, да, и даже не в стрессоустойчивости какой-то определенной, в каком-то предчувствии. Потому что, мне кажется, вот на стрелу, которая летит, там же влияет все: порыв ветра, не знаю, погода, влажность воздуха. Все влияет. Атмосферное давление, все влияет. Все влияет. Вроде бы смотришь, вот в этом году мы были на чемпионате мира, да, и у нас на счетах есть специальные флажки, где мы определяем ветер. Так. Тоже вот чувствуем примерно когда. И вроде бы ветер такой не сильный, что можно и не выносить. А когда стреляешь, совсем по-другому попадает. Потому что там плотный ветер, влажность, вот это тоже все абсолютно влияет. Да. И поэтому, наверное, основополагающее качество — это какое-то такое вот предчувствие чуть-чуть. Да? Можно сказать, да. И, может быть, поэтому у нас тоже есть вот эта национальная особенность наших стрелков именно, которые умеют чувствовать, как это будет. Да, есть, конечно. Предвидеть результат. А вы знаете всех своих конкурентов хорошо? У вас их, я так понимаю, немного. Вот именно в плане международных рейтингов. Именно международных конкурентов? Ну, давайте про международных, про российских. Еще какие бывают? Республиканские есть у вас? В республике есть? Да, конечно. У нас очень хорошо девочка. У нас в Якутске стреляют уже достаточно давно. Да, с детства они как бы тоже со школьных времен начали. Хороший результат показывают на чемпионатах России и всероссийских соревнованиях. По сборной России тоже конкурентки Москва, Бурятия, Мособласть, так вот, которые стабильно стреляют, все занимаются. Ну, то есть вы их все равно всех знаете? Все знаем, да, и у нас в обычной жизни нету конкуренции, мы все очень хорошо общаемся, дружим. Вы на сборах встречаетесь, да? Мы на сборах постоянно все вместе находимся, а так вот только вот на линию стрельбы выходим, так только вот конкуренция там. А международная конкуренция? У нас же был очень долгий перерыв. Да. Последние у меня международные соревнования в Токио были в 2021 году. В 2021. Да, потом отстранили, и вот первый был в 2025 году, чемпионат мира. Я там заняла 4-е место. У нас все те же и стреляют. Есть новые, конечно, тоже спортсмены, да. И Индия очень хорошо начала стрелять.
сборная Индии. Вот за это время, да? За это эти 5 время, лет да. буквально. Очень хорошо поднялась Индия. Мгм. Ну и также вот и Великобритания как была, так Китай тоже. А долгое время кто? Бразильянка была, да, по-моему? Бразильянка, ну, тоже так нормально, стабильно стреляла. Ага. Сейчас вот на чемпионате мира я Ее нет, да, уже? не видела, да, не заметила даже. Возможно, и перестала стрелять. Ну вот спортивная конкуренция, она какая? Как она чувствуется, как она осязается? Или вы все-таки такие Нет. самодостаточные и только выполняете свою программу и не ориентируетесь на других? Только свою программу. Да, ну больше так, да. У нас же Очень такой, в себе, да? индивидуальный ведь все-таки, да. И все равно вот мы, если мы нормальную технику сделаем, то и попадем в десятку. Каждый по-разному настраивается, да. Вроде бы соревнования у нас проходят, и мы все такие спокойные стоим, да. А на деле у нас там все горит внутри. У каждого, да? Ну, я думаю, да, волнение все равно есть. А как вы с ним справляетесь? Волнение, дыхательные упражнения разные, да. Прям делаете? Делаю, да. Я тренировалась здесь, в Якутске, да. Сначала ну, несколько лет, да, сначала я ходила туда по совету нашего врача сборной, Лены Алексеевны, и я это не воспринимала. Ну, просто вот все делают, и я делаю. Думала, о, когда это закончится, да. А на деле потом но все равно я каждый год ходила. Каждый раз На ходила. дыхательную гимнастику, Да, да? ходила. Она прям так называется, дыхательная гимнастика? Нет, по-другому называется. Что же, просто это было очень давно. Да, и ходила, а потом уже я начала вникать, И поняла, как это работает, да? как это, да, работает. И это действительно помогает очень. Потому что через дыхание мы можем стабилизировать Пульс, да. пульс, частоту сердечных сокращений прежде всего, да? И, соответственно, там все органы Успокоиться, подстраиваются под сердце же. Да. Мгм. И у нас перед крупными соревнованиями бывает психолог всегда со сборной. И тоже мы делаем разные упражнения. И всегда вот удивляются, как за пару секунд я могу успокоить свой пульс, да, стабилизировать. Так вот натренировалась. Тоже суперсила, да? На раз-два. А чем, кроме спорта, занимаетесь, интересуетесь? Чем наполнена ваша жизнь? В 2022 году я родила, да, у меня дочка, ей 3 годика. И сейчас все свободное время я посвящаю семье. Больше всего мамочка, да? Да. Сейчас. И жизнь тоже моя изменилась. Конечно. Очень, да. И спорт без ребенка и с ребенком это очень отличается, оказывается. Да? Да. Все равно всегда вот хочется домой, к дочке, к семье, да. И у нас мама наша помогает, когда мы я в отъезде, да, и супруг вот тоже очень здорово мне помогает, поддерживает всегда. А супруг имеет отношение к спорту? Он не имеет отношения вообще. Да? Да. Не спортсмен? Нет, не спортсмен, но он любит смотреть вольную борьбу. Болельщик, да? Да, просто болельщик. А дочь, если захочет заниматься спортом профессионально, вы ее в этом поддержите или вы все-таки постараетесь отговорить? Я обязательно поддержу. Да, главное, чтобы она сама выбрала, сама этого захотела. Ну, пока она маленькая, Пока она, да, конечно. сейчас маленькая, ничего не понятно. Сейчас еще рано Да. судить, да? Да. Вот вы сейчас руководитель сборной республики. Мгм. Какие планы, какие амбиции у нашей сборной имеются? Так, наша сборная сейчас прошли соревнования. Это чемпионат республики, отбор на чемпионат России, который пройдет в конце января в городе Орел. И примерный состав будет уже решаться на заключительных сборах. А сборы у нас начинаются уже с 10 января. Угу. Да, и, конечно, у нас федерация сейчас очень мощно работает. И чтобы увеличить и массовость, да,
чтобы конкуренция была хорошая. И То работаем есть у вас над этим. задача над повышением вот этих вот показателей, да? Да, на массовость. Больше на массовость. Если будет массовость, будет и конкуренция. Мгм. А у вас, как у спортсменки действующей, какие планы Ну, ближайшие? да, планы у нас вот чемпионат России, потом отборочный Кубок России у нас будет в Улан-Удэ. И, надеюсь, пройду эти отборочные и поеду на чемпионат Европы На чемпионат Европы, да, ближайшие планы? Да. Это когда он будет? в апреле. А, уже вот Уже в этом вот в году? апреле, да, на длинной дистанции, да. И мы вот отстаем от этого, что у нас нету длинной дистанции. У нас короткий сезон, Да. да, открытых площадок. Да, а уже вот чемпионат Европы на летней будет на 50 метров, да, а мы пока вот сейчас уже вот январь, и мы стреляем пока на 18. Мгм. И тем более у нас такой регион, что мы на улицу выходим только в мае. Ну да, есть у нас такая особенность. Да. Но при этом вы все равно живете в Якутии, тренируетесь в Якутии, да? Да, мы очень часто ездили на сборы. Мгм. И здесь, в Дахсуне, у нас был балкон, где мы 50 метров стреляли. М. Там тренировались каждый раз. Ну, сейчас там другой поставили, скалолазание. А, Тоже здорово. очень хороший вид спорта. Детишки тренируются каждый раз. Вообще в последнее время такая какая-то очень спортивная, массированная, можно сказать, пропаганда или популяризация, да, и это дает плоды, мне кажется. У нас вообще какие-то такие спортивные стали люди, и ценность спорта Повысилась. повысилась очень Да, сильно. и очень много вообще физической культурой занимаются, да. И это не только вот здоровые люди, да, а очень сильно у нас в Якутии развиваются и адаптивные виды спорта. И спартакиада была в Амгинском районе. По адаптивным. Да, по адаптивным джулури. Это тоже, я думаю, что здорово подняла массовость среди людей именно с ограниченными возможностями занятий физической культурой. А вот если про ограниченные возможности, то стрельба из лука, там же можно и сидя стрелять, да? У нас, да, есть те, кто на колясках стреляет, есть специальные приспособления, стулья, туда садятся, тоже стреляют, и стоячие тоже стреляют. У нас нету, по классам не делят. Среди паралимпийцев очень много, допустим, там плавание, да, очень много делят по классам. Те, кто на коляске, они только Они отдельно, да? Те, у кого ампутация там рук, тоже отдельно. У всех по отдельности, а в стрельбе из лука нету такого. А у вас просто вот пода, да? Да, Называется. да, все вместе. У нас делится только на мужчины и на женщины. И также вот у нас есть лучники, которые без рук стреляют ногами. Да, и они очень здорово даже попадают вот на этом чемпионате мира. И из Индии спортсменка заняла первое место, ногами стреляет. Ничего Да, себе. в финалах, по-моему, минус 2 очка стреляют. Ну, то есть 2 девятки, остальные все десятки попадают. Вообще удивительное создание человек, да? Да. Много чего может Все, оказывается, может, да. на самом деле, На самом деле, да, все может. если сам себе позволит. А как вы настраиваетесь перед соревнованиями? Есть у вас какие-то ритуалы, может быть? Может, суеверия, приметы? Нет, таких нету. Нету? Нету. Просто прихожу Просто в определенный день у меня за плечами работа кондуктором, да? и начинаю стрелять. Молодец. Ну что, мы традиционно заканчиваем блицем. Если не Якутск, то какой город? Питер. Любите Питер? Нет, я была впервые в Питере в этом году. Впервые. Хоть я и в Москве училась 5 лет, да, ни разу не съездила. И в этом году мне очень Питер понравился. Почему я туда не ездила? Если не спорт, то второе по качеству, по силе и по какому-то чувствованию увлечения в жизни какое? Педагогика. Да? Ну, наверное, да. Вы видите себя в этом? Хотите работать с детьми?
с детьми, да, и... Тренировать, да? Да. Ну, все равно же спорт. Ну, А если вообще не спорт? Вообще не спорт. Если вообще не спорт, Не знаю, вязание, шитье, живопись, музыка. по юриспруденции бы, как вот отучилась, так и пошла бы, наверное. Серьезно? Да. Нравится? Ну, понравилось бы. Я же даже работала. Не работала же, да? Работала. А, В работала? доме престарелых я работала. Кем? Юристом? Да. Но потом, к сожалению, не смогла совмещать. Так что я много где работала. Интересно. Ну, вообще путь, конечно, интересный. И пожелание себе 17-летней. Вот если бы такая возможность появилась, вот тогда, в 17 лет, вы могли бы к себе прийти и сказать что-то. Что бы вы себе пожелали? Я бы пожелала Если надо смелости. подумать, можно подумать. Смелости, Смелости. да, которой у меня иногда и не бывает, но я думаю, что я достаточно смелая. Ну, вообще-то, да. Дважды бронзовая призерка Паралимпиады. Я думаю, достаточно смелый человек. Но вы считаете, что недостаточно? Недостаточно, да. Смелости, наверное, пожелала бы. Ну и все. Ну, тогда ваше пожелание нашим телезрителям. Желаю телезрителям крепкого здоровья. Если будет здоровье, будет все, можно сказать. Ставьте перед собой цели и достигайте их.